Добрый день, уважаемые родители! Мы сегодня с вами встречаемся на очередном вебинаре, который называется «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в приемной семье». И сейчас самое главное, я хочу вас поздравить с таким счастливым событием в вашей жизни. У вас появился ребенок. Это самое лучшее время, это самые приятные хлопоты. Будьте счастливы, любите его. И вы знаете, психологи выделяют 4 стадии, фазы развития стрессового состояния у родителей, у которых есть дети, появились дети с ограниченными возможностями здоровья. Это стадия шок, стадия развития неадекватного отношения к дефекту ребенка, частичное осознание дефекта ребенка. И 4-я стадия – это эмоциональная адаптация, так называемая, когда родители принимают ребенка, себя, ситуацию. Здесь преобладают позитивные установки, помогающие выработать навыки для создания счастливого будущего ребенка. Так вот, я хочу вам сказать, что у вас, у приемной семьи, сегодня 4-я стадия. Вы не проходите вот эти 3 стадии, которые проходят родители, у которых родились такие детки. И вы сейчас как раз в той стадии, когда у вас должны преобладать позитивные установки. И мы начнем. Обратите внимание на экран. Я бы хотела, чтобы вы знали, что вообще, кто такой ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Впервые это определение было прописано в Федеральном законе об образовании Российской Федерации. И это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные психологом медико-педагогической комиссии, препятствующие получению образования без создания специальных условий. Есть в Федеральном законе о социальной защите инвалидов Российской Федерации определение понятию инвалид. Это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. Вот сейчас как раз на слайде вы видите 2 определения, и мне бы хотелось, чтобы вы понимали разницу между этими 2 определениями. Тоже такие дети с ограниченными возможностями здоровья. Выделяют у нас деток глухих, слабослышащих и поздно оглохших, слепых, слабовидящих, детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, детей с интеллектуальными нарушениями. И еще выделяют отдельную группу детей, которые имеют множественные нарушения, то есть сочетание 2 или 3 нарушений. Обратите внимание еще раз, вот это у нас дети с ограниченными возможностями здоровья. Всегда показываю вот эту схему, которая наглядно дает возможность понять разницу, между детьми с инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вообще дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с особыми образовательными потребностями. Это то, что мы с вами выделяем из определения, из закона об образовании. Туда же могут входить и дети с инвалидностью, но не все. Если вы обратите внимание, вы видите, что часть нашего овала выходит за рамки детей с особыми образовательными потребностями, детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть, как пример я всегда привожу, например, ребенок с инвалидностью, имеющий заболевание сахарный диабет. Для обучения этого ребенка, воспитания этого ребенка никаких специальных условий не требуется.
такому ребенку не нужны какие-либо, ну, если, например, мы будем сравнивать с ребенком слабослышащим, не нужны специальные аппараты, да, усиление звукоусиливающая аппаратура, возможно, ребенку с нарушением слуха нужна, возможно, ребенку с нарушенным слухом нужно, чтобы воспитатель, педагог, учитель стоял всегда лицом к этому ребенку для того, чтобы он видел его артикуляционный аппарат, четко произносил бы все слова, предложения. Поэтому ребенку с сахарным диабетом особые образовательные потребности, особые условия для обучения не нужны. Он не будет у нас ребенком с ограниченными возможностями здоровья. А вот ребенок слабослышащий, о котором мы сейчас говорили, как пример приводили, ему нужны специальные условия обучения. Вот то, что сейчас я говорила. Значит, он у нас будет ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Опять же, еще раз повторюсь, он не будет у нас сразу априори ребенком с ОВЗ, да, ребенок с инвалидностью. Это обязательно статус ребенка с ОВЗ должен быть подтвержден психологом медико-педагогической комиссии. Вы об этом должны знать. Если у вас ребенок с инвалидностью, либо ребенок с такими нарушениями, с такими заболеваниями, которые мешают ему получать образование без специальных условий, вы должны всегда обратиться на ПМПК, психолога, медико-педагогическую комиссию. Особенности детей с ОВЗ. У нас сейчас на просторах интернета очень много лекций, слайд-лекций, литературы всеразличной, вебинаров проводится. Там конкретно описываются особенности детей по категориям, да, детей с ОВЗ. Вот сейчас вы на слайде видите психофизиологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, как бы общие, да, то, что вы как родители можете видеть у своих детей. Я сейчас не говорю, что это 100%, то, что вы сейчас видите на слайде, будет или есть у вашего ребенка. Еще раз повторюсь, возможно, у вас будет что-то одно, да, из перечисленного, а возможно два, возможно ничего. Но вы должны обращать внимание, что таким деткам свойственна повышенная утомляемость. Быстро такие детки становятся раздражительными, плаксивыми. Да, они с трудом сосредотачиваются на каком-то задании, и при неудачах у них быстро пропадает интерес. Могут отказаться от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. Еще раз повторюсь, у некоторых детей. Ребенок может начать суетиться, либо усиленно жестикулировать и гримасничать. У него могут усилиться насильственные движения, появляется слюнотечение. В игре, если этот ребенок играет, он пытается схватить все игрушки сразу и тут же их бросить. Может убыстриться темп речи, речь становится малопонятной для окружающих. Это при повышенной утомляемости. Другим детям с ограниченными возможностями здоровья свойственна повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам даже раздражительности. Такие детки могут быть упрямыми, у них может быть быстрая смена настроения. То они чрезмерно веселы, шумливы, то становятся раздражительными и плаксивыми. И при воспитании такого ребенка следует разговаривать с ним всегда спокойным тоном и проявлять, конечно же, доброжелательность и терпение. Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной впечатлительностью. Такие детки болезненно реагируют на тон голоса, на малейшие изменения в настроении мамы, болезненно реагируют на ее слезы. Поэтому необходима прежде всего спокойная домашняя обстановка. Все размышления о здоровье ребенка, все переживания по этому поводу, слезы, не дай бог ссоры в его присутствии недопустимы. У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается расстройство сна. Они плохо засыпают, спят беспокойно, со страшными сновидениями, иногда с плачем и криком. И такой сон не приносит отдыха ребенку, нервной системе ребенка. Утром ребенок встает вялым,
отказывается от занятий, да, либо идти в детский сад, либо в школу может отказаться идти. Поэтому, если у ребенка расстроен сон, то вам, как родителям, ну, надо посоветоваться с врачом. Это обязательно. Да? Кроме того, при воспитании таких детей очень важно соблюдать режим дня, создавать спокойную обстановку перед сном, избегать шумных игр, просмотра видео, телепередач и различных резких раздражителей. Все эти особенности требуют соблюдения определенного режима воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Родителям нужно посоветоваться, мы с вами говорили, с врачами, да, организовать четкий режим питания, сна и, конечно же, проводить систематические курсы лечения. Особый уход требуется к ребенку с болезненно выраженным чувством страха. Еще раз повторю, не у всех деток такое бывает, но бывает. Очень осторожно такого ребенка знакомят с предметами, которых он боится. Для предупреждения страха и развития таких отрицательных черт характера, как неуверенность, боязливость, необходимо развивать у ребенка активность. То есть необходимо включать ребенка в повседневную жизнь семьи. Несмотря ни на какие нарушения разной степени выраженности у такого ребенка, а это могут быть и двигательные, да, и речевые нарушения, ребенок должен в качестве равноправного члена семьи принимать посильное участие в делах и заботах. Вы, как родители, должны уметь предложить ребенку именно доступные для него и посильные дела. Надо обязательно поручать ему дома посильную работу. Ну, например, привить элементарные бытовые навыки. Да? Его надо научить, учитывая его, опять же, возможности самостоятельно есть, одеваться. Важно, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья не только обслуживал себя, но и постоянно имел определенные обязанности, выполнение которых значимо для окружающих. Ну, например, помочь накрыть стол, да? Убрать посуду и так далее. Вот такое распределение обязанностей в семье будет способствовать сглаживанию у ребенка ощущения его, плохое, конечно, слово, но ущербности, развитию положительных сторон его личности. В результате у него появляется интерес к труду, чувство радости, то, что он может быть полезен своим родителям, старшим братьям, сестрам, да, уверенность в своих силах. Кроме того, вы должны ориентироваться на психофизические особенности и особенности воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Хорошо, когда родители разбираются, какие условия обучения возможны для их ребенка. Вот сейчас на слайде вы видите, что образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, да, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Имеется в виду и дошкольное образование, и основное общее. По общему правилу форму получения образования и форму обучения до завершения получения ребенком основного общего образования выбирают родители, законные представители ребенка, с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолога, медико-педагогической комиссии, если они есть. Это опять же из закона об образовании, 44 статья. Выбираете форму получения образования вы и только вы. Для определения специальных условий воспитания и обучения ребенка с ОВЗ родители могут обратиться на территориальную либо центральную психолого-медико-педагогическую комиссию. Опять же, по вашему желанию, только вы решаете, нужно ли вам это или нет вашему ребенку. Вы сейчас на слайде как раз видите, что вы можете не обращаться, да, в психолого-медико-педагогическую комиссию. Тогда воспитание и обучение будет проходить по основным программам. Либо вы обращаетесь, и тогда уже совместно со специалистами психолого-медико-педагогической комиссии вы как родитель решаете, как будет обучаться ваш ребенок, воспитываться либо по адаптированным программам дошкольного образования, либо основного, либо начального общего образования, либо будет опять же обучаться по образовательным программам
как для всех детей без ограниченных возможностей здоровья. В настоящее время в России существует дифференцированная сеть специализированных образовательных учреждений, непосредственно предназначенных для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Вы это тоже должны знать как родители. Она включает в себя прежде всего дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида, специальные коррекционные образовательные учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в последние годы, мы прекрасно это знаем, у нас в стране развивается процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе со сверстниками без ограниченных возможностей здоровья. И действующее законодательство в настоящее время позволяет организовать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных организациях, организациях начального профессионального образования и других образовательных организаций, которые не являются коррекционными. Вот сейчас вы видите на слайде как раз обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, как они могут у нас обучаться, да. Вот хотелось бы остановиться на группе кратковременного пребывания. Здесь это говорится о детях дошкольного возраста. Значит, здесь обязательно обеспечивается таким детям те же образовательные и развивающие программы, что и группы полного дня. При этом нахождение в них не предполагает питания, прогулок и сна, и срок пребывания ограничивается 3 часами, во время которых дети играют, занимаются физкультурой, творчеством, танцами, музыкой, а родители в это время имеют возможность заняться своими делами. Потому что про себя мы тоже забывать мы не должны ни в коем случае. И вот как раз здесь же говорится о том, что детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, по состоянию здоровья, которые временно или постоянно не имеют возможности посещать образовательные организации, должны быть созданы необходимые условия для получения образования по полной общеобразовательной либо индивидуальной программе на дому. В качестве эффективного средства организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей, которые имеют трудности в передвижении, целесообразно рассматривать развитие и дистанционной формы их обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. То есть вариантов множество. Вы просто должны правильно быть сориентированы, да, и решить, как вы будете обучать своего ребенка. Только вы, опять же, решаете. Вот как раз здесь в статье 55 Закона об образовании Российской Федерации сказано, что дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной программе только с согласия родителей. Опять же, адаптированную программу рекомендовать может только психолого-медико-педагогическая комиссия. Никто насильно вашего ребенка обучать по адаптированной программе не будет, пока вы на это не согласитесь. Там согласие надо будет написать. В письме Министерства образования и науки России о направлении информации еще в 2018 году прописано, что родители, законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья, вправе выбрать для обучения своего ребенка школу по месту проживания, в которой должны быть созданы необходимые условия для получения ребенком образования в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Еще раз обращаю ваше внимание, уважаемые родители, если у вас ребенок с инвалидностью, но без статуса ребенок с ОВЗ, то специальных условий у него прописано нигде не будет. Вы придете в образовательную организацию, будь то школа, будь то детский сад, и, например, скажете, что моему ребенку нужны пандусы, да, для передвижения.
Где это прописано? Это должно быть прописано в заключении психолога медико-педагогической комиссии. Когда вы приносите это заключение в образовательную организацию, для образовательной организации она носит обязательный характер, то есть к исполнению. Вот для вас, как для родителей, заключение психолога медико-педагогической комиссии носит рекомендательный характер. И вы вправе это заключение не приносить в образовательную организацию. Ну, каковы же задачи родителей, такие важные, да, в воспитании, развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья? Ну, все задачи вообще зависят от возраста ребенка. И вот от рождения до 3 лет важно стимулировать психофизическое развитие. Основные методы здесь будут эмоциональное общение, прикосновение, объятия, слуховые, зрительные стимулы. Такое приятное, да, развитие ребенка. В форме игры здесь обучите, пожалуйста, ребенка активности. Можно обучить ориентации в пространстве, сзади, да, сбоку от тебя, под столом, над столом, пониманию своего тела. 3-4 года нужно обратить внимание на развитие памяти, внимания, мышления, речи, мелкой моторики, навыков общения и самообслуживания. И в это время вместе со специалистами родители выбирают детский сад. Опять же, если вы хотите, чтобы для вашего ребенка были организованы специальные условия, то специалисты, с которыми вы будете выбирать детский сад, это будут специалисты психолога медико-педагогической комиссии. Совместно вы выберете с ними. 5-6 лет. Это этап регулярного сотрудничества со специалистами. Вместе с психологами, врачами нужно выявить способности и интересы ребенка, обучить навыкам труда, самообслуживания, подготовить к школе, составить распорядок дня, выбрать будущее учебное заведение. Опять же, совместно со специалистами. И здесь уже вам будут помогать специалисты школьной психолого-медико-педагогической комиссии, либо в некоторых городах, районах психолого-медико-педагогическая комиссия имеет статус и дошкольный, и школьный. И школьный период, когда, опять же, вместе со специалистами психолого-медико-педагогической комиссии родители определяют специальные условия обучения ребенка, а уже совместно с психолого-педагогическим консилиумом организации образовательной реализуют программу сопровождения и развития ребенка. Вот как раз в Федеральном законе об образовании в 79-й статье как раз четко прописано, что же у нас такое специальные условия обучения. Вот если вы посмотрите, то здесь и специальные образовательные программы, и методы обучения и воспитания, и специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы, технические средства обучения специальные, коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента, оказывающего ребенку необходимую техническую помощь, проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий. Здесь имеется в виду занятия и учителя-логопеда, и педагога-психолога, и социального педагога, и учителя-дефектолога, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вот как раз слово «и другие» дает нам с вами возможность, нам как специалистам, психологам медико-педагогической комиссии, вам как родителям определить, потому что, конечно же, специальные условия обучения не ограничиваются только теми, которые вы видите на слайде, и теми, которые прописаны в законе об образовании. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья должны обратить внимание на обеспечение для детей равных прав на образование, обучение навыкам самообслуживания, обучение отстаиванию своего мнения,
Реабилитация детей обязательно должна проходить в условиях взаимодействия сотрудничества родителей, образовательных организаций, педагога-психолога, социального работника, медицинских работников. Не надо ограничивать самостоятельность ребенка, выполнять за него каждое действие. Обязательно поощряйте его самообслуживание, обучайте даже с тяжелыми нарушениями в развитии такого ребенка навыкам самообслуживания. Хорошо, если бы вы, как родители, создали для ребенка атмосферу доброжелательности, психологической безопасности, сравнивали бы успехи ребенка только с его же достижениями, а не с другими детьми. Старались безоценочно принимать своего ребенка, ориентироваться на сохраненные навыки, положительные личностные качества для потенциала в коррекции, не акцентировать внимание на его особенностях и постепенно познакомили бы ребенка с его реальными особенностями, способностями, развивали бы таланты, способности этого ребенка, чем воспитывали, и вы как раз этим бы воспитывали бы у ребенка чувство самоуважения и самоценности к себе. Среди множества сайтов, вот сейчас вы на слайде видите информационную поддержку для родителей. Это малая толика, это просто капля в море. Сколько у нас есть возможности найти информационную поддержку для родителей. Просто для вас, чтобы вы знали, что есть такие сайты, да, где родители поддерживают, где можно обратиться за помощью. Также мы не забываем с вами, что у нас есть и общественные организации, есть уполномоченные по правам ребенка, да, и так далее. То есть не бойтесь обращаться за помощью. И вот сейчас я бы хотела обратить ваше внимание к такому сайту, как «Особое детство». К сожалению, мы с вами выйти на него не можем. Вот я просто скриншоты сделала. Посмотрите, пожалуйста, здесь есть и правовой навигатор, и организация, и библиотека, и форум, и правовая поддержка. Если вы зайдете на этот сайт, то вы сразу увидите вот эти вот такие цветные у нас, не знаю, направления, где вы можете сразу нажать на то, что вас интересует, и там выйдет очень много таких помощников для вас, как для родителей, чтобы вы были вооружены, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Как ребенку с ограниченной возможностью здоровья получить образование, да, вот посмотрите, как оформить инвалидность, получить государственную помощь, что такое социальное обслуживание, как их получить, эти услуги. Если вы откроете, вы увидите, что вы имеете право на эти услуги, да, законопроекты, как получить ребенку дошкольное, школьное образование. Вот специально, опять же, скриншоты, да, где, вот посмотрите, тут прям написано, что специальные условия образования. И вот эти, опять же, помощники, на которые вы нажимаете, вам выйдет прямо все то, что вам надо знать о специальных условиях получения образования. В школьном образовании, дошкольном образовании есть, посмотрите наверху, вот если вы увидите, раздел ПМПК, как готовиться как ребенка подготовить к обследованию на ПМПК, какие документы нужны и так далее. То есть сайт просто прекрасен. Я думаю, что он вам будет полезен. Я надеюсь на это. И мне бы хотелось, чтобы вы, воспитывая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выбирали среди всех видов деятельности, выбирали ту, которая является ведущей для возраста ребенка. При этом обязательно учитывали бы интересы ребенка. Как часто мы видим, что родители отдают ребенка на фигурное катание, а он хотел рисовать. У него это получается, и он это любит. И несмотря на огромную занятость,
там же тренировки, там в школе, либо в детском саду ребенок все равно находит возможность рисовать. Поэтому вот учитывайте интересы ребенка, индивидуальные особенности ребенка его учитывайте, и особенности болезни ребенка тоже учитывайте. Все это делается для того, чтобы в социуме ребенок был счастлив, ваш ребенок. Кроме того, обязательно включите в коррекционную программу продуктивные виды деятельности. Вот то, что я всегда и говорю, что включите лепку, рисование. У нас огромное количество дополнительного образования и в республике, и в городе. Воспользуйтесь этой возможностью. Прекрасные преподаватели. Творческая деятельность, потому что раскрывает потенциал личности. Это давно уже доказано, это не секрет. Она оказывает психотерапевтическое воздействие, развивает мелкую моторику, улучшает работу мозга. Это понятно. И самое главное, мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что справиться со школьной программой – это не всегда жизненно важно для ребенка. Определитесь, пожалуйста, какие у вас ожидания от ребенка в будущем, какие навыки принципиально важны для его дальнейшей жизни, а какие, возможно, никогда не сослужат свою службу из-за того, что у ребенка есть ограниченные возможности здоровья. И не забываем, что если ребенок не усваивает программу обучения, ее можно всегда изменить через обследование в психолого-медико-педагогической комиссии. Да? Можно изменить и форму обучения. Это уже вы сами имеете право изменить эту форму. Ну а я желаю вам огромного счастья, здоровья вашим детям, и чтобы вы жили со своими детьми в гармонии и радости. Всего доброго, до свидания.